Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! А как мужик выглядит? Алкаш, смешливый такой. Ежики. Стой, таежник, стой. Стой, дорогой. Ничего себе посижу тут на месте. Мешать не буду. Ты что меня скипаешь? Не узнал, что ли? Бывает такое. Может, давно не видел. Как не видел? Вчера виделись. Ты чего? А у меня к концу видишь. Понятно. Как всегда на веселе, да? Ну, грешен, каюсь, что поделать. Слушай, я смотрю, тут украинцев что-то развелось, прям как собак. Блин, где вы их ищете? Мне вообще не попадаются. Что за нафиг? Не поверишь, блин, уже вот перед тобой 4 подряд. Ну, везет, значит. Не знаю. Блин, я в машине, неудобно с ними ругаться. Согласен, согласен. Так, блин. Хотел моржика найти, блин, тоже не Ай, блин, ну ни о чем. Ну, мужик себя уже это все. попал. Я вчера девчонок поймал, они там параллельно с мужиком общались, ну, с двух телефонов. Я говорю, спросите у него, что значит хрен моржовый. Как его подорвало. Как знает, собака знает. Не, я культурно его спрашиваю. Скажи, пожалуйста, дядя Миша, мне каким глазом прицеливаться? Но он же сразу это подрывает, он же вы вот это. И вот хотя, да, ну блин, ну я понимаю, да, там какой-то там дефект, а может быть при рождении, врожденное, может приобретенное. Ну ты же живешь в Канаде, где там, ты видишь, медицина вот такая, ты что, не мог это исправить? Вот. Не, ну смотри, я же ни в коем случае не говорил, что у него там раскосость глаз. Я говорил, каким мне глазом прицеливаться. Может, думаю, совет какой-то даст. Двумя. Двумя сейчас, подожди. Нет, снайпер, кстати, профессиональный снайпер целится двумя глазами. Ну, глазами. Да, кстати. Это что за город? Напомни, пожалуйста. Таюшник, ну ты чего? Тюбетейка. Здравствуй, дорогой, как дела твои? Твою мать. Твою Гасконец, блин, да тебя без библиотеки, без освещения, хрен. Семен Семенович, ну что вы? Вот это я прокололся. Твою мать. Нет, не ты один. Я сегодня специально из машины вышел. Знаешь, как удобно? Можно ругаться, можно кого-то посылать. Так, Гасконец мой прокол. Так ролик и назову, блин. Вот это... Слышишь, ты говоришь, тюбетейка, я пошел дальше. Сейчас тебе покажу, секунду. Сейчас арафатку одень. Вот. Мне бабай такую показывал, в себе вроде как прикупил. Прикинь? Да, Только класс, слушай. Только на наушники не лезет. Надо Я- было я больше размером брать. Я поэтому вот с таким наушником и сижу, потому что вот тюбетейка высокая и наушники не одеваются. Дядя Гринч пишет, да ладно, я вообще не узнал. Привет, Виталий. Так вот оно, маскировка наша главная. Это знаешь, есть такой, это Костя Свердловчанин тоже. И как-то я сидел на работе, дождь делать нефига, что-то после обеда только поел, думаю, положу еще по той рулетке, когда нормально все было, телефона. А смотрю, он стримит, говорит, я сейчас поставлю VPN Украины, буду рассказывать, что я там ноги оторвал, туда-сюда. Я такой, да чем черт не шутит? 3 перелиста, я его ловлю. А я сижу в боксе, света мало, я же без очков, без наушников, там рабочая форма, дождевик, хаки сверху. Я такой, ну рассказывай мне, укрик. Как ты был на СВО, как тебе ноги оторвало? Я смотрю, у него глаза так, знаешь, больше диоптрии расширяются. И я прокололся, я подношу руку с сигаретой, и он видит татуху. Он такой, таежник, ты страшный, говорит. Ой, подожди, я тут
твой этот включил. Мгм. Стрим, блин. НГБ, приветствую, не помню, здоровался. Ребят, кого-то пропустил, сорян, бывает. такое. Гринч в чате, что ли, сидит? Ну да, вот только был. Привет всем. Я чат сейчас буду смотреть. Кстати, сегодня еще... Подожди, с кем же я сегодня... этот, рожденный в СССР. Мгм. Тоже зашел, я говорю, посмотрел ролик, там он же моржа там распинул так с Маркусом. Ну, вот. И я он вчера, то- он я то- он вчера не тоже стал их узнал. пинать, потому что Маркус Нет, постоянно матерится. не в блин. этом. Не в этом дело, бог с ним. Он меня тоже не узнал. Мгм. Я говорю, не узнали? Он говорит, нет. Я говорю, тюбетейка. Он такой, Ну вот чубетейка и сразу, визуально раз. Вот все-таки даже очки меняют лицо человека, блин. Вот поэтому я на стримах сижу в очках, в тюбетейке. Знаешь для чего? Чтобы меня вот здесь в городе пальцем не тыкали. Городок маленький. Будут узнавать, будут пальцем тыкать. Да почему пальцем тыкать? Может наоборот будут там автографы просить. Ну, не дай бог, ты что. Да, Мне еще здесь жить. переедешь, да? У меня друг в Казань зовет, айда, говорит, приезжай, тут дом есть. Купишь дом, говорит, себе. Знаешь анекдот, да, это? Не анекдот, я целый такой, видео анекдот, когда Перекуп продает машину, да, мужику. Мгм. Потом говорит, а ты, говорит, вообще вот у нас надолго. Говорит, я, говорит, только квартиру тут купил в вашем районе. Говорит, а кем работаешь? Я, говорит, участковый. Тот говорит, ну, а теперь я в этом районе жить, наверное, уже не буду. Два еврея разговаривают, они втором говорят, купил, говорит, недавно жене, говорит, колечко с бриллиантами. 2 недели она со мной разговаривает. Говорит, почему? Такие были условия. Гасконец. Жена лишилась голоса, да, этот муж приводит ее к врачу, и доктор говорит, что мне сделать? Говорит, такой, радуйтесь. А знаешь, как определить возраст женщины? Нет. Ну, чем соски ближе к пупку, тем она старше. Кстати, ты не прав. Ты не прав. Ну, бывают разные моменты, тут я спорить не буду. Я видел в своей жизни. Я видел, сидит тетка на лавочке во дворе, а они у нее на коленях. Это вообще... Я говорит, себе Ленина, говорит, наколола и Маркса, да? Я, говорит, представляю к старости, как они это самое. Скоро они встретятся, да? Будут удивлены. Да, есть такой. Багира Сео, приветствую. Багирочка забежала. Привет, дорогая. Ой. Так Всё. что вот так вот. Надо допоздна прибыть. сегодня, что ли? Да я не... Ух ты, блин, уже 2 час. Да, не знаю, до 3, до 4, может, не знаю, посмотрим. Ну, я, Пойдет. в принципе, уже до дома доехал, тоже пойду, хватит на Ну. сегодня. Я же это, Миш, подрабатываю. Ну и что, У меня, у тебя это Яндекс или как это? ну да, по вечерам. У меня, говорит, с детства есть одна, говорит, привычка, никак отделаться не могу. Вот, очень кушать хочется. Миха Пантелеев, да, приветствую. Не, у меня, знаешь, у меня как-то знакомый, он с 5 до где-то до 7 выезжал. Ну, была своя клиентура постоянная. Отрабатывал и с 5 вечера, опять же, до 7 утра. То есть, отвозил их на работу, обратно забирал. И шикарно заработал, могу тебе сказать. Да я так, по мелочи. И хотя бы, знаешь, на бензин, на машину, на расходники, на ремонты. Всегда откладывал. У нас голодовка, хлеба нет. Поэтому черную икру будем мазать прямо на колбасу. Да. А ты слышал это, блин? Пришла беда, откуда не ждали. Яхты подешевели. Да пипец. Не знаю. Теперь я не знаю, куда деваться. Ну что, все, буду продавать свою Ренешку и буду покупать яхту. Представляешь, в городе на яхте таксовать. У тебя Логан? Сандеро. Да, Сандеро. Крепкие машинки. Да. Я так раньше к Рено скептически относился. А посмотрел, по-моему,
Да по нашим дорогам в самый раз. Ну, знаешь, что подбеска у них практически не убиваем. Убиваемая, но надо... Ой, прям блин, постараться надо, постараться. Ну, с дури можно из 3 миллиметровых шариков один потерять, а другой расколоть. Как бы. Ну, 4 года в машине, вот первый раз привезу ее менять подвеску. 100 пробег. Да ладно, надо брать. Я побежал, все яхты куплю. Давай, дядя Грич. Нам там оставь хоть чуть-чуть. Маленький. Слушай, я, наверное, объявлю это сбор донатов на яхту. На ухты, да? Да. Нет, турок же, он этот собирает там на Мерседес, на телевизор, такой, на такие сборы. Яхты. Не знаю. У меня одноклассник, он служил мариманом 3 года. И он, знаешь, как сейчас хитро сделал? Он сейчас живет в Москве, работает в банке. Он отучился, у него есть право на перегон яхт. И он где-нибудь в Италии берет яхту с перегоном там в неделю. Там по 7-8 островам. Туда созывает компанию из наших, они неделю барагозят, короче. А там виза что-то, с собой денег чуть-чуть и все. А там они, там по морю ходят, там, говорит, 7 часов максимум в сутки. Потому что запрещено, как бы, там, по всем правилам. Вот он от острова к острову пришвартовались, там, гульнули, отдохнули и на следующий. Звонили мне, говорит, слышь, говорит, Андрюха, что делать? А что случилось? Тамак, говорит, напился, залез на самую макушку яхты, обнял ее ногами и сидит, говорит, на хомусе играет. А говорит, слышимость. Внизу, говорит, уже народ аплодирует. Уже, говорит, пожарники приехали с бронзбоя, его сбивать собрались, потому что нарушение тишины в ночное время. Говорю, закиньте ему телефон как-нибудь. Позвонил, говорю, братец, связай, говорит, Андрюха, им нравится, играй на земле. Там тебя просто вот так вот в море струей забьют и все. Демократия, да. Да. Ясно. Ну ладно, я уже дома. Давай, хорошего отдыха. Давай, хорошего стрима. Чатаю. Всех благ. Если что,